Здравствуйте! В эфире «День в истории Абхазии». 11 февраля 1931 года шестые съезды Советов Грузинской ССР и Абхазской ССР приняли решение о преобразовании договорной Абхазской ССР в составе Грузинской ССР в Абхазскую автономную Советскую Социалистическую Республику в составе Грузинской ССР. 11 февраля 1991 года Грузия назначила префекта в Гальском районе, а Президиум Верховного Совета Абхазии данное решение Верховного Совета Грузии счел незаконным, не имеющим юридической силы. 11 февраля 1991 года лидеры и представители движений за свои национальные интересы во Дворце мира в Гааге основали Организацию непредставленных народов и наций ОНН. А 11 февраля 2011 года, в день 20-летия Организации непредставленных народов и наций, представители Абхазии принимали участие в юбилейных мероприятиях. 11 февраля 1993 года в разгар грузино-абхазской войны противоборствующие стороны договорились о вывозе мирных граждан из двух городов Абхазии по 150 человек. Так из Сухума морем были вывезены абхазы, а из Гудаутского района – грузины. 11 февраля 1994 года вышел первый номер газеты «Эхо Абхазии». Появление новой газеты стало, безусловно, знаменательным событием для республики в поствоенный период. Для подавляющего большинства жителей Абхазии в период информационной блокады она стала одной из немногих возможностей познакомиться с новостями, историко-аналитическими статьями и многими другими интересными сообщениями. Стали мы выпускать такой вот дайджест материалов зарубежной прессы об Абхазии. И сегодня газета «Эхо Абхазии» вызывает пристальный интерес и внимание как в самой Абхазии, так и за ее пределами. 11 февраля 1995 года указом президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба на базе Центрального банка Республики Абхазия был создан Национальный банк Республики Абхазия. В этом же году при Национальном банке был образован расчетно-кассовый центр, что позволило посредством упорядочения межбанковских расчетов ускорить оборачиваемость денежных средств в народном хозяйстве, а также осуществлять контроль денежных потоков через банковскую систему. К этому времени Центральный банк Абхазии зарегистрировал 13 кредитных организаций во всех регионах Абхазии. В этом же году правительство Абхазии дало разрешение на деятельность сберегательного банка. 11 февраля 2007 года в Абхазии состоялись выборы в местные органы самоуправления. Органы местного самоуправления утверждают местный бюджет, местные налоги и сборы, владеют, пользуются и распоряжаются муниципальной собственностью, дают согласие на назначение начальников органов внутренних дел, образования, культуры, сельского хозяйства и иных должностных лиц, а также решают другие экономические, социальные и иные вопросы. Первые выборы в органы местного самоуправления в Абхазии прошли в 1998 году, вторые – в марте 2001 года. Срок полномочий местных собраний в соответствии с законом – 4 года. 11 февраля 2009 года премьер-министр России Владимир Путин подписал распоряжение об учреждении посольств России в Абхазии и Южной Осетии. 11 февраля 2010 года в Абхазском институте гуманитарных исследований имени Гулия прошла презентация первого номера журнала «Кавказские научные записки». Журнал учрежден Российским государственным торгово-экономическим университетом, а издателями являются Академия наук Абхазии и Абхазский государственный университет. 11 февраля 1930 года родилась Нелли Хонелия, абхазский ученый в области восточных языков, кандидат филологических наук, доцент. Нелли Хонелия получила языковую, страноведческую и дипломатическую подготовку в Московском институте востоковедения. В совершенстве знала английский язык и хинди, владела турецким, урду и кашмири. В 1960-64 году была в загранкомандировке в Нью-Йорке и Женеве, где одновременно работала преподавателем на курсах английского языка при ООН. Более 10 лет проработала в Институте востоковедения Академии наук СССР. Защитила кандидатскую диссертацию на тему «Грамматическая природа причастий, идея причастий в языке кашмири». Автор более 30 научных статей. В 80-е годы находилась в загранкомандировке в Индии, где возглавляла Институт русского языка при Доме советской науки и культуры в Дели. Неоднократно работала в качестве переводчика с правительственными делегациями Индии, находившимися с визитами в СССР, и советскими правительственными делегациями, бывавшими в Индии в те годы.
11 февраля 1932 года родился Николай Хашик, писатель, публицист, общественный деятель, кавалер ордена Ахтябша. Николай Хашик принимал активное участие в национально-освободительном движении абхазского народа, является одним из подписантов абхазского письма 130 в 1977 году. Более 10 лет работал в комиссии по помилованию при президенте Абхазии и в Совете старейшин Абхазии. Печататься начал в конце 50-х годов и уже в 31 год опубликовал свой первый роман «Там, где сливаются горные потоки». Работал в Союзе писателей Абхазии консультантом, директором Бюро пропаганды художественной литературы, директором Литфонда, ответственным секретарем Союза писателей Абхазии. Николай Хашик многие в абхазском обществе называют певцом Апсора. Его роман «Дед Ашгири» был выдвинут на государственную премию имени Дмитрия Гулия. Все последующие годы творческой жизни Николая Хашик тема возрождения Апсора стала поистине стержневой. Издание книги «Апсора Ащетаку» является тому подтверждением. Был активным сторонником включения в учебную программу предмета Апсора, для чего подготовил учебное пособие. Николай Хашик не только изучал истоки народных традиций и обычаев, но и соблюдал их в повседневной жизни. Ну, абри аныхапа вейпшак унахалшим пергус. Утрыламаст кезерагун. Рамста сюрыгазрагун. Равжо қошыгазрагун. Дырхатарар таасвей нергны. Аджилы бжуазрыгы мурид излаб жудзус да хармхурат. Абас захатыргазрагун. Утирет жудзамст. Аха, уртирхаз. Абри ахунткари хаз шейпшаками ажлар ахацкалуан. Я друзья, хочу локамейши харгалару. А пропаганда ахцару. А жакала ариус чнак пиусдзм, шуск пиусдзм, хочу авархдыр, ача инагату рахдырча, а революция гацана убриада психош хамам агургуй гацату. Абсуру уцарци ну угерцсе урухраб хиргон ягуйжиро. Джера материальному дешакому ухиягж напсуре нацуцлай гапсуй нагумыжлай уизигир бот и рахават потоахурцвай. 11 февраля 1940 года родилась Нелли Аршба, языковед, кандидат филологических наук. Нелли Аршба – автор более 50 публикаций и 2 монографий об абхазской акцентологии животноводческого словаря. Она также является соавтором материалов по абхазской орфографии, словаря языка гулия, абхазского правописания, русско-абхазского терминологического словаря. А сейчас о некоторых событиях, произошедших 11 февраля в мировой истории. 11 февраля 1809 года запатентован первый пароход. 11 февраля 1829 года в Тегеране толпой фанатиков убит Александр Грибоедов, писатель и дипломат. 11 февраля 1922 года был открыт инсулин Фредериком Бантингом. 11 февраля 1928 года состязания спортсменов-скелетонистов были включены в программу Олимпийских игр. 11 февраля 1929 года Ватикан стал суверенным государством. А еще в этот день Япония празднует День основания государства. Праздник отмечается в день основания Первой императорской династии. Это 11 февраля 660 года до нашей эры. И в заключение выпуска информация о погоде. За последние 10 лет, в день 11 февраля, самая высокая температура была зафиксирована в 2013 году. Это плюс 15 градусов. Самая же низкая температура плюс 1 градус в 2011 году. Это вся информация на сегодня. Всего доброго. Увидимся завтра на канале Абаза ТВ.